Султанат Кутайбердиева, и я рада приветствовать вас на канале «Вкусный Дамду Тести Кыргызстан». Давно меня здесь не было, но рада сообщить, что сезон путешествий и поездок открыт. Сегодня я покажу вам совершенно новую локацию. Я не знала о существовании этой локации. У нас сегодня порядка 20 туристов и 1 проводник. Все мы прибыли сюда в первый раз и с большим нетерпением ждем встречи с главной достопримечательностью этой местности. На тот момент мы были здесь одни. Рядом не было ни машин, ни людей, ни животных, поэтому мы почувствовали себя какими-то первопроходцами, которые вот-вот откроют новую локацию для отдыха. Но увидев дорогу, по которой шли, сразу поняли, тропа настолько хорошо утоптана людьми и копытами лошадей, что говорить о слабой популярности данной дестинации не приходится. Всю дорогу немного пахло навозом, запах которого немного перебивал аромат свежих растений. Виды здесь на самом деле очень красивые. Представляю, как тут будет атмосферно в начале лета. С одной стороны высокие горы с лесами, с другой – обрыв и речка. Но речку со временем мы вовсе перестали видеть и слышать. Чем выше мы поднимались, тем дальше уходили в ущелье. Уровень сложности похода средний, новичкам необходимо будет делать привалы перед подъемами, которых в целом немного, всего 3. На все про все нам, к примеру, потребовалось около 2 часов, и мы оказались на месте. Вот так выглядит озеро Борулу или Бөрүлү. Названо в честь близлежащего села и переводится с кыргызского как «волчье», что, однако, может быть связано не с волками, а с барбарисом, потому что на кыргызском «бөрү харагат» будет волчья ягода. Ее здесь очень много. Но с недавних пор у озера появилось другое название – Куккуль, что с кыргызского переводится как «голубое озеро». Но оно в народе совсем не прижилось, и люди до сих пор продолжают использовать слово «борулу» или «бөрүлү». Согласно Википедии, озеро на реке Куль расположено в северной части Кыргызского хребта на Тяньшане в ущелье Белогорка на высоте 1900 метров. Пишут, что оно образовалось в результате Беловодского землетрясения в 1885 году. Озеро очень красиво выглядит в солнечную погоду, когда здесь тепло и спокойно, люди катаются на лодке. Глубина 7 метров, береговая линия меньше 1 километра. Мы же попали под дождь и первый град. Непогода сопровождалась сильным порывистым ветром, грозами, ливнем, но, несмотря на это, все больше и больше людей прибывало на озеро. Они разводили костер, ставили палатки и продолжали там находиться. Как говорится, настоящие горные туристы. А мы, немного посидев под елями, покинули водоем, о чем потом пожалели, ведь спустя некоторое время погода улучшилась. Вот таким было наше сегодняшнее путешествие. Испытала восторг от того, что недалеко от Бишкека расположена такая природная достопримечательность, которая по своей энергетике примерно находится на одном уровне с озером Каракамыш, то, что находится в Джалабадской области. Но это чисто по моим ощущениям, поэтому думаю, что сюда надо будет мне приехать еще летом. Если вам понравился выпуск, ставьте лайки и активно делитесь ссылкой. Спасибо, что были со мной. До скорой встречи!